будем жарить шашлыки. Так, друзья, у нас очередной рецепт шашлыка. Это очень такой, скажем так, деликатесный рецепт шашлыка из бараньих язычков. У меня так спецзаказ в Якутии, Якутске особенно, не так-то просто найти 3 килограмма языков. У нас будет деликатесный шашлык. Давайте начинать. Первым же делом мы моем вот это все великолепие. Берем большую кастрюлю, моем и сразу отправляем вариться. Так. Надо хорошо промыть это все дело. Заказал для этого рецепта языки своим друзьям, мясникам. Они мне его привезли аж с Алтая. Месяц-полтора, наверное, ждал. Ну, как бы особым спросом, видимо, здесь не пользуется такой продукт. Вот и не везут. Так, промыли. Кастрюльку набираем холодную воду. Сразу же посолим. Ну так, на это количество нам, наверное, столовую ложку с горочкой. Еще чуть-чуть. Нам надо эти языки отварить не до полной готовности. Как скипит, там минут 20 поварить достаточно будет. Мы его еще будем дожаривать на мангале. Пока варится, мы с вами подготовим овощи для гарнира. Овощи тоже будем поджаривать на мангале. Мы подготовим их, помоем, порежем и тоже помаринуем их маленько. Так, овощи у нас все по классике. Перчики, кабачки, помидорчики. Все это моем сначала. Тут все максимально очень просто. Кабачки режем, убираем концы и примерно вот так насаживать, чтобы на шампур удобно было. А тут, кстати, можно было бы их обратно сюда, чтобы их мариновать. Так, перец острый. Будем его тоже примерно вот такими кусочками. Если у вас решетка гриль есть, можно их просто на решетке, прямо вот как они есть, поджарить и потом уже солить, перчить, там добавлять какие-то специи. Но мы их на шампуры и пожарим так на прямом огне. С сладкими перцами тоже так большими кусочками, чтобы шампур входило. Куски старайтесь делать примерно все одинаково было, чтобы потом у вас один кусок не дожарился, а другой не пережарился. Помидоры так целиком насадим. Так, сюда нам прованские травы очень хорошо подойдут к овощам. Можно, не жалея, побольше. Естественно, черный молотый чуть-чуть. Солим. Примерно так. И чтобы это все дело закрепилось, подсолнечное масло. Прям где-то 2 столовые ложки. Все это размешать так, чтобы специи прилипли.
примерно такая красота получается. И его можно смело насаживать на шампуры. Помидоры тоже. Это специально купил такие одного размера, чтобы было удобнее работать с ними. Так, у нас все закипело. Нам надо снять пенку. И уменьшить огонь, закрыть крышкой, чтобы его чуть-чуть минут 20, наверное, чтобы она там поварилась. Нам главное, чтобы... Для чего это делаем? Чтобы снять верхний слой языка. Потом мы его дальше режем на нужные нам кусочки, маринуем и доводим на мангале уже. Так, у нас языки сварились. Прошло 20 минут, 20-30, не знаю. Отключаем и сливаем воду. Полностью сливаем. Так, слили. Теперь заливаем холодную воду, чтобы очистить языки. Далее маринуем. И идем разводить огонь. Для чего мы это сделали? Холодная вода, когда на горячую заливаешь, его потом очень легко будет очищаться от этот внешний слой языка. А он твердый, его проживать практически невозможно. Он нам не нужен. Очищаем все это дело. И срезаем здесь вот этот жирок. Так, мы закончили чистить языки. Это прям самая тяжелая часть во всем этом рецепте. Так, вот это дело мы не выкидываем. Сейчас я в дальнейшем покажу, что с ними можно сделать. Что мы делаем с языками? Нам надо их обратно... Так, блин, надо было сразу это все делать. Вытаскиваем. Ну, нам надо их половинить. Так, вываливаем все, что начистили, в тарелку. И делаем следующее. Нарезаем пополам ровно. Ой, недолет. Так, примерно, да, все пополам. И будем мариновать. Если у вас нет бараньих язычков, то не расстраивайтесь. Тоже такой же рецепт можно сделать из говяжьего там языка. Там намного проще из говяжьего языка, я вам скажу, потому что чистить так столько много не надо. Отварил один язык и тоже также нарезал на кубики. И вот с одного говяжьего, с двух говяжьих языков примерно получится вот столько. Туда соль не надо. Я вот использую вот такой готовый маринад для шашлыка. Мы его туда выжимаем. Примерно вот столечко. Ну, почти полную упаковку. Можно руками, можно ложкой. Все это дело надо перемешать. Так, такая история получается. Ну, оставляем примерно на 10-15 минут так. Так, у нас пока язычки маринуются, мы то, что отрезали, его тоже будем обрабатывать. Ну, вот так, буквально вот эти жирки только убираем и ложим в тарелку. Сделаем такой легкий
салатик из языка. Так. Салат такой будет остренький, очень вкусно получится. Тут надо все желтое только убрать, жир. Добавляем дальше овощи. Так. Лук режем такими квадратиками. Не мелко, не крупно. Типа так. Так, помидор аналогично. Так, перчик то же самое кубиками. Половина перчика достаточно будет. Красный перец. Так, острый перец надо прям мелко-мелко. Разрезаем его вдоль, крест-накрест. И вот так. Соль. Соевый соус, и у нас можно считать, что готово. Так, также этот салат можно прям в сковородочке быстренько в горячем сковородочке без масла нагреть, и будет она горячий салат. Так, друзья, мы пока с салатом разбирались, у нас язычки замариновались. Теперь нам остается только нанизать их на шампуры. И берем так произвольненько, начиняем их, нанизываем, то есть так, здесь так. Я как-то делал шашлык из куриных желудочек. Вот, их начинять там прям, да, надо иметь какое-то терпение. Потом я их делал очень много. Вот, тоже друзья в гости приходили. А по сравнению с куриными желудочками, сердечками, то есть желудочки, говорю, сердечками, тут языки, думаю, быстрее пойдет. Так, у нас один шампур остался как раз под помидорчики. Давайте его пустим. Помидорчики то же самое, ребята. Обратите внимание, когда вы приходите в такие страны, как Средняя Азия, там Узбекистан, шашлычный, да, Кавказ. Везде с мясом вам подают помидорчики, либо поджаренные, запеченные, либо свежие, и обязательно лук. Это вот очень помогает желудку справляться с большим количеством белка. И вот так вместе будем жарить их тоже. Сейчас второй шампур возьму. Это уже такой боевой. И мы сюда отправляем вот так. Овощи, которые хотим поджарить.
к мясу. Красота. Еще тоже сюда же. Чтобы вы понимали, какой холод. Минус 35. Ну, сейчас 36-37 будет. Так, ребята, вот эти язычки, которые у нас маринованные, мы на огне буквально прям по 10 минуточек с каждой стороны чуть-чуть подзолотим. Нам этого будет достаточно. Для этого нам нужно опахало. Работаем прям. Вот так. Чуть-чуть давай, в вашу сторону тоже. Почуете аромат. От мангала называется. Ребят, тут они подошли. У них тут мангал жаркий. Кончики шампуров холодные. Прям пальцы обжигают. Очень важно, ребята, хороший жар. Почему я так интенсивно махаю? Потому что нам важен очень хороший жар. Нам важно запечатать очень быстренько. Не подсушить язычки. Сильно будет огонь такой вязкий. Языки подсушатся и получится невкусно. Ну, не сочно получится. А нам важно таким быстрым жаром запечатать все соки внутри. Поэтому угольки все время должны быть красные. Но у нас еще минус 40 во дворе, поэтому мы так активно должны работать опахалом. Так, у нас все подошло, я считаю. Все готово. Все можно вытаскивать. Так, друзья, у нас шашлык из язычков бараньих готово. Очень вкусно, очень аппетитно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно не забудьте поделиться с друзьями. Приятного аппетита. Ну, пошли кушать.